Всем привет-привет! С вами канал Life. И мы в Зеленоградске. Сегодня 5 июня. На улице тепло. Мы гуляем. Вот тут вот уже работает колесо обозрения. И все на нем катаются по 400 рублей. Круг идет 12 минут. Вот. С него с высоты видно и Зеленоградск, и Светлогорск. Но я не полезу. Я потому что боюсь. Я не трус, но я боюсь. Вот. Море покрыто желтой рапсовой пыльцой. Практически все, вот, что между волнорезами, обсыпано пыльцой морем. Вода. Вот. На улице очень тепло, хорошо, приятно, солнце светит прям. Ну и люди загорают. И вон там мы хотели вам показать, сколько народа на пляже. Сейчас поближе подойдем. Целая куча туристов и местных. Все отдыхают, загорают. Радуются жизни. Мы тоже радуемся жизни. Я вчера купила себе новое платье. И в нем иду такая вся красивая. Вот смотрите. Вот такое вот платье и белые тапочки. Вот. И иду теперь вся такая модная. А еще вчера мне подарил Владимир Николаевич розовые ромашки. А моя подруга сказала, что это не ромашки, а астры такие ромашковые. Мол, ромашки бывают только белые. Ну и что? Ну их же называют розовыми ромашками. Смотрите, какая очередь на вот эти вот, на колесо обозрения. Вот так. Очередь огромная. Люди все хотят попасть. Вообще очень приятно. Мы теперь не одеваемся ни в кофты, ни во что такое. А идем вот в легкой одежде теперь ходим. Я вот просто в платье и в тапочках. И больше на мне практически ничего нет. Вот. А вот тут вот, видите, как хорошо. Видно, сколько же народу на пляже. А там дальше еще больше. Мы хотим попытать счастье, чтобы покушать в кафе. Не знаю, что у нас получится. Мы, естественно, хотим сходить в кафе у моря дачи. В остальных кафе нам не нравится еда, к сожалению, или к счастью, уж не знаю к чему. Это какой-то признак. Вот. В общем, все тут гуляют. Променад еще более забит, чем пляж. Еще и суббота. Народу, видимо-невидимо. И меня приспичило поесть именно в этот момент, а не в какой другой, в кафешке. Поэтому думаю, что может мы и не попадем туда. Мы всем передаем привет. Родителям, сестрам, братьям. Вот. Всем. Водные мотоциклы там. Люди гоняют на водных мотоциклах. Вон они что творят там. Видите? Только пшик от них стоит такой. Тут колонки. Может, музыка какая-то, что-то будет. Видимо, концерт, что ли, какой-то. Может... точно, столько водных мотоциклов. Конечно, соревнование какое-то, видимо. Здорово, да? А вот тут написано прям федеральная. Вот, Федерация водно-моторного спорта. Вот они и будут тут ездить, видимо, гонять. Вон он поехал, смотрите. Я каталась, мне кажется, один раз. Но это страшноватенько кататься-то на этих штуках. Но я, мне кажется, каталась, я припоминаю. Я ни разу. Вова не катался.
Меня больше все такое более плавное привлекает, а не опасное. Вот. Так, пытаемся сейчас дойти до дачи и покушать. Мы подходим к даче, и тут прям эгегей, сколько народа. Везде просто все в народе. Все на пляже отдыхают из-за выходного дня, загорают, проводят весело время. Вот, и мы со всеми. Мы пришли в кафе у моря дачу, и здесь заняли столик, вполне себе очень комфортный, с видом на море. Вот там вот тоже пыльца. Нам принесли меню. Такое меню. Все как обычно. Меню еще пока не поменялось с тех пор, как поменяли на весеннее. Так, что у нас тут есть? Есть пиде с овощами, есть с сыром и помидорами, есть с грибами, есть просто с сыром. Вот. Так, лапшу мы, как всегда, будем, эту пасту помодоро. 100%. Сейчас я ее найду. Паста, вот паста. Паста помидора, вот она, 370 рублей порция. Так, есть овощное ризотто еще, и ризотто с белыми грибами для вегетарианцев. Что еще попить? Есть спрайт, кола. Ну, швепс он горький. Такие десерты, блинчики, тирамису, штрудели. Соки есть обыкновенные. Смузи. Ягодный компот. Морсы. Свежевыжатые соки. Коктейли. Апельсиновый 200 мл. Да, свежевыжатый сок стоит 200 рублей. А вот есть еще безалкогольные коктейли. Они за стакан по 290 рублей. Ну, это считай 300. А за графин 890 рублей. Вот. Ну, вот меня бы привлекло малина, розмарин, но там имбирь. Наверное, без имбиря нужно. Что... Не, я не буду пока брать такой. Я просто рассказываю. Пунши есть безалкогольные, кофе есть. Вот. Чаи. Мы обычно вот этот берем, Эрл Грей, и английский завтрак. Вот. Фруктовые есть чаи, дачные. Ну и все такое прочее, в общем. Вот так. Нам принесли чаек. Вот мы сидим и чай пьем. И ждем, когда нам еду принесут. Вот. Нам принесли пасту. Вот так она сегодня выглядит. Попробуем. Принесли пиде с грибами. Очень вкусная пицца, турецкая. Мы пошли пить кофе, конечно, в наш любимый Тестилаб. Потому что лучше кофе не готовит никто. В даче самая лучшая еда, а в Тестилабе самый лучший кофе. Вот. Все загорают. А я под солнышком принимаю солнечные воздушные ванны. У меня платье после такой длительной зимы и весны. Такое чувство, что я вот иду, я как голая. Там все продувает под это платье, знаете. И такое ощущение, что вот действительно принимаю все ванны. Иду нагишом, практически не стесняясь. Да, буквально неделю назад с курточками. Ну как-то да, мы еще по морю с курточками, а да. Сегодня мы уже в одном платье. Видео монтируется это. Да, видео монтируется. Мы сегодня выгрузимся наконец-то, наверное. У нас столько долгов по видео. Снято много, а смонтировано мало. Да. Вот. Ну, посмотрим там. Может, я у ребенка продают. Ноутбук временно отожму. Да. Он быстрее монтирует. Ну, у ребенка ноутбук еще даже не пришел, а ты уже у него отжимаешь. Слушай, там планы уже есть. Так я и говорю. Сколько видео запущу на монтирование. Там
Уже все просчитано. Угу. Так, ладно, мы идем. О, вот эти машинки так люблю, но такие дорогие. Мы идем к Пестилабу. Тут соревнования идут. Посмотрите, как они идут. Тоже интересно же, как они там. Ух-ух. Гонят, как сумасшедшие. Ух-ух, он там еще за воротом с таким, а? Интересно. Так. Сейчас эти стартанут уже. Ну что, на старт выходит очередной вместе за 5 лошадиных сил. Готовы, ребят? Ну что, поехали. Раз, два, три. Ух! Дальняя дистанция, видишь там? Да. Клево так. Просто летаешь, так они по пляжу. Видишь, что первый шел, Так, не на повороте. На повороте не справился, и тот быстрее оказался, да. Ну а что ты хочешь? А он, смотри, пытается сейчас его обогнать. Ой, а нет, у него что-то там случилось. Они до красных бунков. Нет, по-моему, черный. А, до красных? Ну ладно. Ну, в общем, вот так-то. В общем, вот так-то. Все, солнце уже вышло. Уже не посмотришь. Вот опять. Вот. Классно. Подмывает залезть туда уже, да. Тут у нас бювет с минеральной водой. Можно попить бесплатно. И вот тут вот эти вот скамеечки. Мы пошли в город. Хотим уже поехать обратно. Уже погуляли. Много сегодня мы гулять не можем. Очень много у нас работы сейчас. Очень много. И у Владимира Николаевича, и у меня. И мы стараемся меньше отдыхать, а больше работать. Тут вот картины висят, продают. И рисуют сразу. Там поет кто-то. Молодежь. Молодежь. Ну, это эти ребята, которые на площади играют в Москве, не играют, по-моему. А может, какие-то другие. Сейчас их море. Музыкантов уличных. Сейчас поближе подойдем, снимем этих ребят, которые играют. У нас каких тут только нет развлечений. Жаль, что мы Максима никуда свозить не можем пока. Я немножко дам денежку. Ну, хорошо. Спасибо огромное. Несем вперед к приключениям. Тут кафешка такая, на улице люди тоже сидят под деревьями, так хорошо, прям прохладно, так приятно. Тут сувенирчики. Максим сегодня мне заявил. Я, говорит, не хочу в Зеленоградск ехать, он мне надоел. Ну, вам, наверное, тоже наши съемки надоели в одном и том же городе. Вот. И это, хочу, говорит, или в другую область России, или в другую страну поехать. Я говорю, я тоже хочу. Я тоже хочу. Попробуй проедь через наши границы. У нас же нет границ с Россией. Попробуй. Надо на самолете лететь. Я пока не могу на самолете лететь по физическому состоянию. Владимир Николаевич не может через границы проехать, потому что он не гражданин России. И все. Вот. Нормально. Да, там волокита. Да. Надо визы оформлять тогда, если хочешь там проехать, надо еще и визу оформить.
Ой, я бы с удовольствием поехала. Но что-то тормозит нас. Да и дорого очень. Вот, допустим, на юг ехать вообще жуткие цены. Какие цены? Еще говорят, вот Калининградская область очень дорогая. Конечно, отель здесь ого-го. Сутки 7500 и всяко. Люди жаловались, те отели, которые по 2000 были ранее весной, а сейчас 5 с чем-то. Ну что в Сочах? Ладно, ты отель снимешь за 7500 в сутки. Там покушать, говорят, кофе на улице 200-300 рублей стоит. И скорее 300. И по 350. Знаешь, я на юге родился, поэтому мне море, жара. Я что-то не видел. Но поехали в Тулу. Ты никуда меня не везешь вообще. Поехали куда-нибудь. Максим тоже говорит, почему, говорит, Давай вы меня так. в Питер не везете? Давай вариант. Но в Питер я может, сама не хочу. в Подмосковье там ты говорила. Но вот Сергиев Посад моя мечта прям. Всё. Давай сделаем. Сейчас это половину месяца разберемся с делами. У нас дел очень много. Да, Там... Максим хвосты закроет. Ой, да, у него хвосты. Так и у нас еще это вождение Владимира Николаевича. И покупки были очень крупные. По карману бьющие. Вот как, например, игровой ноутбук, который мы Максиму купили. Его еще даже не привезли. Но стоит он ого-гошечки, го-го. Сколько? Так, потом еще траты пошли. Вот и это. Надо же на все, извините, на любое путешествие денег-то надо сколько. Ну да. Ну, до Москвы там, ну ладно, до Сергиева Посад, до Москвы там недалеко, и доехать недорого на поезде. Считай, 20 часов езды. Лишь бы тебя пустили на этом поезде. Да. Сейчас могли параметры с 1 июня поменяться, и тебя могут уже пускать, может быть. Да. Надо же узнавать. Нужно узнать. Может, летом мы поедем там в июле, в августе. Но вообще вот трудно сейчас проезжать, конечно. Сейчас вообще все вот это вот, коронавирусы эти, тесты эти. Теоретически, если мы приезжаем в Москву, я должен буду сдать 2 теста на корону. Ну, учитывая, что ты не гражданин, да. Да. А если они учтут, что ты просто едешь, Транзит. из-за того, что ты на РВПшке, можно же нормально проехать. Ну, в общем, Это же много надо таких нюансов, законодательство где опять в посольстве Литвы всё узнавать. А самолет я не могу. И вот все, и мы по кругу ходим. Ой. Мы опять уже на рыночной площади. Самое главное, что мы все друг у друга есть, я считаю. Может, наши видео и однообразны, но мы все друг у друга есть. И, собственно, никого мы не заставляем смотреть их. Правда же? Для нас это как бы определенное хобби. Ну, у нас хобби возможности и родители. роста, скажем Мы же так. все живем отдельно. У Вовы родители в Одессе. У меня вообще на Урале. И всем хочется узнать, как и где мы, как живем, все ли с нами хорошо. Мы, конечно, созваниваемся и все такое прочее. Но иногда вот охота в эту жизнь окунуться, в которой мы находимся, да. А кому-то хочется узнать, как жить в Калининградской области, особенно если ты выезжать не можешь уже, потому что эти все границы перекрыли. И что вот тут делать, например? Ну, тут прекрасно, я вам честно скажу, это как будто жизнь в раю. Вот она больше даже никак не По смотрится. характеру кому подходит. Да, тут можно найти... Жизнь, в принципе, Ну, это европейская неторопливая жизнь, ты прав. Но Да. тут можно найти адреналину, сколько тебе хочется. Вон, сегодня было соревнование на водных мотоциклах. И захотел бы человек, купил бы себе водный мотоцикл и рассекал бы, если бы ему надо адреналина. А можно просто мотоцикл по дороге ездить, да что угодно. Адреналина везде можно найти. А клубов здесь сколько, чтобы напиться, я не знаю. Ужас. Поэтому смотря какой ты человек и как ты живешь. Да. Вот и все. Зарабатывать тут тоже есть где и есть на чем. Есть работа.
Это не Псковская область, где вообще работы ноль. Здесь она есть. Здесь можно устроиться на работу. Особенно в пляжный сезон. Зоны, да, очень хорошие. Тот, кто расторопный, может и официантом пойти. Ну да. И получается, наше видео иногда полезно тем, кто хочет здесь жить и посмотреть, оценить обстановку. Вот. Погостить даже. Да, ну все. Мы, Все, прощаемся, Да. мы идем. если что-то по дороге захотим поснимать, поснимаем. Ну вот и интересный сюжет. Мы едем в старой электричке, а не как обычно в ласточке. И тут все такое вот старенькое, прям такое вот ого-го. Такие вот диванчики, вот так это все, и туалета нет, и табло нету со скоростью, нет кондиционера. Для нас это так, да, для нас так необычно. Мы с Владимиром Николаевичем первый раз в такой едем. Не за всю жизнь, а вот именно сейчас, последние 2-3 года. Я последний раз в такой электричке ездил в 2003 году. Я учился в институте, физкультуру нужно было сдавать, а преподаватель наш по физкультуре говорит, там нужно съездить в лагерь, санаторий, прикрепленный к этому институту, помочь там поработать. Я тебя закрою. И это он там, 10 человек, он сказал, из нашей группы. Я в 2002 тоже последний раз ездила в таких. И мы на такой электричке на море ехали. Километров 40, наверное. А я 100. И мы причем стоя ехали в тамбуре. Стоя? Мы тоже стоя ездили, когда совсем много народу едет. Ну, я много раз таких ездила, но это было очень-очень слишком давно. Вот. Особенно страшно ехать в такой электричке, когда она с Екатеринбурга шла раньше. С Екатеринбурга был последний поезд в 20:40 в нашу сторону. И едешь, и вот всякие обоминоки, извините за выражение, наполняют вагон. Я таких вещей страшных насмотрелась, когда молодая была в этих электричках. Ладно, хоть не задела меня ничем этим. Ну, в общем, вот сейчас попробуем. Ух, какой-то прям такой звук-то. Ой, какой, как все... Это как аттракцион, Вова. Вот на колесе не покатались. Да, на колесе не покатались, покатаемся на этой странной электричке. Смотрите, там даже чуть-чуть торчат провода сверху. Все такое вот прям... Так, в общем, рассказывайте, как вы в электричке раньше ездили в такой, именно вот в такой старенькой. И как это все было. Все пишите комментарии. Слышите эту какофонию звуков? Это же кошмар. А Владимир Николаевич при этом ищет провода в магазине, в электронном. Потому что он проводной фанат. И у него дома уже, я не знаю, у нас уже скоро будет везде конструкторы. Все сконструировано будет. Он мне обещал сконструировать детектор лжи. Как только он меня будет в чем-то подозревать, он будет... Ого, это что такое? Типа перевозит что-то, да? Ну, конечно. Как будто бы он будет, когда меня подозревать, сразу же будет тестировать на детекторе. А еще он мне сделал алкотестер, учитывая, что никто из нас не выпивает. Это вообще было очень смешно. А вы меня вообще слышите? Мы поехали. Помогите. Это я нашел магазинчик. Недалеко. Да.
хорошо видно, как зацвели люпины уже. Посмотрим, может быть, еще успеем что-нибудь снять. От люпинов у людей очень сильно болит голова. Это фиолетовые цветы, похожие на лаванду на вид. Но от них они очень ядовитые, и от них очень сильно болит голова. Ну вот все, мы их проехали, похоже. На самом деле люпин не является ядовитым растением, вот сейчас прочитала. Но вот все говорят, что если на поле с люпинами встать, через некоторое время заболит голова. Не знаю, пишите свое мнение.